Терапевт – это практически первичное звено, человек, который обязан направить пациента в нужное русло для того, чтобы дифференцировать то или иное заболевание. Тихое утро в селе Небатако. Фатиму Наджафову уже ждут пациенты в местной амбулатории. Десятки больных каждый день. Почти столько же нужно осмотреть во время выездов на дом. Индивидуальный подход и требовательность к себе – главное в работе врача, объясняет Фатима Ильинична. В том вузе, где я училась, нас практически вложили такую цитату: «Относись к больному так, как хотел бы, чтобы к тебе самому отнеслись». И вот этот пунктик у меня давным-давно заложен в подкорке, и когда ко мне обращается пациент, я делаю для него все, то есть я себя ставлю на место этого пациента и смотрю с точки зрения пациента всегда, и что бы я хотела от врача получить, и, конечно, не навредить. Если я в чем-то сомневаюсь, что-то мне не нравится в симптоматике, если мне нужна какая-то диагностика, если мне нужна консультация какого-либо более грамотного специалиста, я выхожу на этих специалистов и пытаюсь консультироваться с ними. Все детство Фатима Наджафова провела в селении Цалык. В 8 классе вместе с подругами отправилась в город на День открытых дверей в Северо-Осетинский государственный медицинский колледж. Альма-матер республиканских врачей поразил ее. Сомнений не осталось. Надо поступать. Я приехала домой, сразу побежала в школу. Естественно, директор говорит: нет, так как я училась неплохо. Она говорит: нет, ты должна закончить 10 классов. Нет, я хочу идти с 8 класса, это мое. И вот заставила родителей пойти забрать мои документы. Я поступаю в медицинский колледж, я не пойду в школу. Так и получилось. Сразу после окончания устроилась на должность медсестры в хирургическое отделение Правобережной районной больницы. Здесь она проработала 3 года. Затем продолжила обучение в Красноярской государственной медицинской академии. Стала врачом-терапевтом, вернулась обратно сюда. Начала работать заведующей амбулаторией. Потом так случилось, что стала заведовать оргметод-кабинетом и дослужилась до должности заместителя главного врача по организационно-методической работе. Никогда не теряла сертификат по терапии, потому что очень любила терапию. И параллельно работала всегда где-то терапевтом, где-то организатором. То есть вот так. Были работы-подработки в приемном отделении. Первый год работы считается самым тяжелым. Молодым специалистам чаще всего не хватает опыта. Однако Фатима Ильинична, благодаря педагогам, смогла еще в начале своего профессионального пути получить бесценные практические знания и завоевать уважение коллег и пациентов. Да, были ситуации с медицинской документацией, которая не очень освещается в медицинских вузах, и студенты как-то больше внимания уделяют изучению заболеваний, они больше диагностике отдают значение. А вот ведение меддокументации, к сожалению, бывает мало времени бывает для того, чтобы изучить ведение медицинской документации. Вот здесь была, конечно, сложность. Я попала в хорошие руки, можно сказать, и меня и этому научили. Самое приятное – это когда пациенту становится хорошо после моего лечения. И когда он приходит и говорит: спасибо большое, доктор, мне очень помогли. Вот это самое важное бывает для врача любой специальности. Это великое дело. Врачу нужны не только знания, но и интуиция и наблюдательность. Важно обращать внимание на детали, темп речи и дыхания, реакцию зрачков и цвет кожи. Нет пациента, у которого я бы не раздела и не посмотрела, не послушала, не определила сатурацию. Нет такого пациента. Они все уходят от меня обследованные. Нет такого пациента, у которого я бы не проверила, есть ли отеки на ногах, есть ли пастозность какая-то на нижних конечностях. Я уже, когда ко мне заходит пациент с улицы, я уже слышу, как он дышит. Есть люди, которым нужно бывает оказать помощь,
И многие такие вещи, на которые может молодой специалист не обратить внимания, я это чувствую и обращаю на это внимание. А это приходит с годами, с опытом, это вырабатывается. И, конечно, может даже это кому-то будет смешно, интуиция. Во врачебной деятельности интуиция, она работает. После обеда Фатима Ильинична направляется в правобережную больницу. Здравствуйте, девочки! Динамичная работа в селе сменяется спокойной и бумажной. Но и здесь на ее плечи ложится большая ответственность. Нужно вести документацию, следить за статистическими данными и отправлять их в министерство. Эта работа тоже не терпит ошибок. Здесь у меня пациентов нет, но здесь тоже есть цифры, о которых порой приходится задуматься. А почему у меня такое количество пациентов, допустим, с такими заболеваниями? А что здесь не так? И тоже сидишь и рассуждаешь. А что сделать для того, чтобы не было такого количества пациентов? А, наверное, надо методику какую-то поменять. А может, надо что-то в работе немножко изменить. И вот приходится все равно думать. Свободного времени у врача практически нет. На работе пациенты, вне работы научные статьи, книги и беседы с коллегами. Пытаешься какие-то учебники снова поднять, ты пытаешься где-то что-то поискать в интернете. То есть не получается полностью расслабиться и отдохнуть. Не получается. Я всегда думаю, а вот мне вот там что-то не нравится, а что там интересно может такое быть, а может лучше вот это назначить. Вот с этими мыслями мы уходим домой, и эти мысли нас преследуют и дома. Поэтому вот как бы хотелось совсем отдохнуть, не получается. Врач – это специалист, который должен все время учиться и все время думать о пациентах. Весь накопленный опыт пригодился во время работы в ковид-зоне. Год назад о новом вирусе не было никаких точных данных, поэтому зачастую медикам приходилось работать вслепую. Даже если состояние пациентов не вызывало опасения, врачи могли дежурить возле него сутки напролет. Когда они организовали в клинической больнице скорой помощи ковидный госпиталь, вот тогда мы поняли, насколько это серьезно. Конечно, были трудности в организации работы, деятельности вот этих переведенных к нам в наше лечебное учреждение дополнительных коек, так как у нас своим места мало было, но пришлось разместить каким-то образом, потесниться, но разместили эти отделения. Весной 2020 года число людей с подтвержденным диагнозом ковид в регионе быстро росло. В КБСП, куда привозили пациентов, не хватало врачей. Большинство заболели. Фатима Ильинична первая вызвалась добровольцем в красную зону. Ее примеру последовали многие коллеги. Подумала и решила, я пойду первая. И организовала список, где первая была в списке я. Почему-то быстро слух пошел по всей поликлинике, и люди стали возвращаться и записываться. И у нас набралось 12 человек, добровольцев, которые готовы были приступить к работе именно в ковидную зону в КБСП. Мы подали список Министерства здравоохранения, и вот тогда нас стали, где-то в начале мая, нас стали уже вызывать для работы в ковидной зоне. Я даже не сомневалась, что я не пойду в ковидную зону. Я пойду, я должна посмотреть, что это такое изнутри, как лечить пациентов. Мне было очень любопытно, я даже не знала, с чем мы сталкиваемся. Мы приходили на работу, это было очень тяжело. Мы не привыкли работать в средствах индивидуальной защиты. Это комбинезоны, в которых было очень-очень жарко. Это 2 пары перчаток, которые были замотаны скотчем. Это бахилы, которые рвались. Это очки, которые каждую минуту запотевали, и ничего не помогало. Каким бы опытным ни был медик, сложно принять смерть пациента. Фатима Ильинична рассказывает, во время пандемии каждый день превращался в испытание. Пациентов, которых ты холишь, лелеешь, лечишь, пытаешься вылечить, чтобы они спасибо сказали, ушли. Но, к сожалению, бывало и так, что они у нас погибали. Что бы мы ни делали, как бы мы ни старались, самое тяжелое – это смерть. Пережить смерть пациента – это очень тяжело, это очень больно, потому что я всегда ставлю себя на место родственника этого пациента, который
ждет, что его больного вылечат и выпишут в полном здравии. В тяжелые минуты врачи старались сохранять самообладание. От этого зависело состояние больных. В тот момент мы очень нужны были пациентам, поэтому мы держались. Были девочки, доктора молодые, которые приходили и не выдерживали. 1-2 дня на дежурстве побудут, все, больше не выходят, потому что для них это было тяжело. В сложных ситуациях проявляется сущность человека. В ковид-зоне работали и студенты, которые в самоотдаче ничуть не уступали опытным врачам. Фатима Ильинична с теплотой вспоминает юных коллег. Люди, которые действительно выбрали правильно свою профессию, и из них вырастут хорошие врачи, потому что они самоотверженно, можно сказать, боролись и выхаживали вместе с нами этих пациентов. Они молодцы, они умницы. Были еще ситуации такие, которые из ряда вон выходящие были. То есть у нас пациентка была тяжелая, ничего не предвещало беды, то есть она была стабильная, все. В какой-то момент ей внезапно стало очень плохо, и, повернувшись в кровати, у нее случилась остановка дыхания. И в этот момент медсестра ее не смогла удержать, и она, конечно, упала, и нам пришлось ее реанимировать прямо на полу. И вот при людях это происходило. Спасти нам ее, к сожалению, не удалось, но люди, которые находились в палате, они были все в слезах. И когда выписывали одну из этих пациенток этой палаты, она сказала: «Вы святые люди, благодарность вам огромная, всем медикам благодарность. То, что, говорит, я видела здесь, как вы боретесь за жизни людей, я никогда не видела нигде». Самое тяжелое это было, когда ты уже оденешься и поднимаешься в отделении, идешь и глаза закрываешь, думаешь: Господи, хоть бы не было трупов возле реанимации, Господи, хоть бы ни одного не было. Но опять же поднимаешься и видишь, что опять каталки, опять умершие. Вот это было очень тяжело. И вот на 2-м этаже у нас на подоконнике такой уголочек был. Уголочек, где были иконы, где все время кто-то ставил свечку. Это нужно было, наверное, все-таки всем медикам, которые там работали, нужен был такой уголок, куда бы они подошли и просто даже помолились, сказали: Господи, помоги пациентам, которые у меня сегодня. Вот с этим я и приходила на работу. У нас такая бабушка была, которая, когда выписывалась, сказала: низкий вам поклон. И я не ожидала, когда у нас ординаторская всегда открыта была, и когда ее выписывали, она подошла к дверям. И мы, конечно, встали, стали ее провожать. Она говорит: девочки, низкий вам поклон. Она поклонилась прям в пол. Мы не ожидали. Со слезами на глазах, конечно. Мы ее выписали в полном здравии. И даже до сих пор интересуемся. И она звонит и спрашивает. Мы интересуемся ее состоянием. Слава Богу, все обошлось. هي الشيخ بس يعني 9 قوي وما بيلا خوشش اما ساعات خاص خوشي خاص خوش بس ساعات مين فاشتن هاجو After so you cook maar, maar after my ma banash. Gewoon een zoetak. اما الشيخ بس يعني داش من تشوين اوه ماذا داوليني برجوندو برزندون اشتنو عاش داوليني خوشتا أنا بانستونا بونين دا память нуазен. Говорят, иногда любовь к медицине передается по наследству. И семья Фатимы этому подтверждение. Сын нашей героини решил пойти по ее стопам. Сейчас обучается на 3-м курсе лечебного факультета Кубанского государственного медицинского университета. Часто обращается к маме за советами. Самое первое наставление – это быть грамотным врачом. И опять же, и его же я также учу. Относись к больному так, как бы ты хотел, чтобы к тебе отнеслись. Вот всегда ставь себя на место пациента. Как бы ты хотел, чтобы врач к тебе отнесся. И вот тогда ты будешь понимать состояние пациента
и тебе будет легко. Так, индопамид раньше мы нажешь. О, Мы нагадываем это фонарь наш сокудный, что он хахта. Это то, что она температура тебе самой махала.